Конец июня 1993 года. До окончания войны оставалось чуть меньше 3 месяцев. Командование ВС Абхазии принимает решение о начале операции по овладению села Шрома и стратегических высот северо-восточнее Сухума, чтобы подступиться к столице и освободить ее. В то же время по плану командования начинается операция по высадке десанта на Восточном фронте. 2 июля в 5 часов утра в селе Тамыш были высажены абхазские подразделения. Так началась очередная военная операция, на которую возлагались большие надежды. Отмечаю высокое воинское мастерство, мужество и героизм, проявленные защитниками Отечества при проведении в Очимчирском районе десантной операции, главнокомандующий вооруженными силами Республики Абхазия Владислав Арзенба объявил благодарность всему личному составу морского десанта, частям и подразделениям Восточного фронта и военно-морских сил республики, обеспечивавших переброску и высадку десанта. Наиболее отличившиеся бойцы были представлены государственным наградам. Мы никогда не забудем, что на алтарь победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии, добровольцы из республик Северного Кавказа, юга России, представители зарубежной диаспоры. Вечная слава героям! В ходе боев бойцами абхазской армии были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Множество боевой техники было захвачено в качестве трофея. Десантники и бойцы Восточного фронта, объединившись в течение 7 дней, контролировали главную магистраль, сдерживая натиск 8 грузинских мотострелковых батальонов, 1 механизированной танковой бригады и артиллерийского дивизиона. 300 бойцов под командованием Заура Заранди перекрыли центральную трассу, ведущую на Сухум, блокировав доставку оружия и возможное подкрепление грузинских войск. Это позволило провести успешную наступательную операцию со стороны Гумистинского фронта и занять ряд стратегических высот северо-восточнее Сухума. Высадка тамышского десанта, как и вся июльская наступательная операция, стала одним из важнейших этапов войны, повлиявшим на дальнейший ход военных действий, на приближение и достижение победы. В тамышской операции приняли участие группы «Ласточка», «Скорпион», «Дельфин», «Ислам», «Малыш», добровольческие отряды из Северного Кавказа, репатрианты из Турции, казаки. Всего около 300 человек. В результате тяжелых боев возле школы, возле питомника, на турбазе разгромили практически 6 батальонов грузинских. Шавнабадский, имени Чалакашвили, разгромили Хопский, Синакский. Взяли много трофеев, взяли танк, взяли 2 БТРа, взяли 3 БМП. К сожалению, понесли потери. Честь, конечно, и слава нашим доблестным ветеранам, проявившим беспримерное мужество. Поколению нашему подрастающему призываю брать эту операцию в пример, как пример беззаветного служения своей родине, ее независимости, ее свободе. Воспоминания о трагических событиях войны самые тяжелые. Ветераны не любят об этом говорить. Рассказать о том, как это было, они решаются только ради будущих поколений, чтобы молодежь знала о подвигах своих отцов, чтила память погибших и охраняла свободу и независимость Апсны. То, ради чего погибали бойцы абхазской армии. Наши близкие ребята погибли, абхазцы, казаки, и вот так вот много что. Ребята, с нами девчата, медсестры, сегодня они все вместе были своих мертвецов, на КамАЗ положили, это многих ребят туда прикатили, Господи, отвезли. По дороге там раненые твердые оставили, а остальных туда в квартиру. Главное их вспоминать. Мы вот каждый год вот здесь, 27 лет, мы вот здесь собираемся. В июльской операции 1993 года из бойцов десанта погибли 11 человек, 36 получили ранения. Из групп Восточного фронта погибли 57 бойцов, 153 ранены. Погибли и 2 добровольцев-казаков, 12 были ранены. Несмотря на потери, бойцы абхазской армии справились с поставленной задачей, и тамышская операция предопределила победный исход войны. Сария Кварацхеля, Анатолий Малания, Абхазское телевидение.